Райфрич, добрый день. Мы на Питерском газовом форуме, он международный, здесь несколько стран и регионы Российской Федерации. Вы нашли время, наша экспозиция красивая, интересная. Ну вот и первый вопрос у меня относительно газа. Это же не только физика, не только химия, это экономика. Это не только экономика, даже самое, это комфорт жизни, вообще-то это жизнь. Понимаете, нет газа, на мой взгляд, нет жизни, потому что это отопление, это энергия, это практически все, что создает комфорт нашим жителям. И поэтому первое, вот то, что является предметом нашей сегодняшней работы, это уточнение и, соответственно, продвижение тех программ, о которых мы ранее договорились. Это первая программа газификации до 2025 года. Я хочу сказать, что мы ее подписали в прошлом году. Эта программа до 2025 года, объем вложений, которые мы договорились с «Газпромом», в 5 раз больше того, что было до этого на аналогичный период. Это про частное домовладение? Это частное домовладение, то есть это газификация, это строительство довольно большого количества газопроводов, подводка к населенным пунктам и, соответственно, доведение газа до частных домовладений. Но есть и другая программа, это программа по поручению президента, он обозначил в ходе своего послания, программа догазификации. Она тоже до 2024-2025 годов. Значит, суть ее в чем? Очень часто бывает, что труба доведена практически до населенного пункта, а внутреннего распределения нету. И это довольно дорогое удовольствие. И, соответственно, президент принял решение, чтобы осуществить догазификацию, то есть довести газ до границы земельного участка. Если раньше нужно было платить от магистрали, соответственно, даже уличной магистрали до своего земельного участка, то теперь задача власти и задача от «Газпрома» довести газ, подчеркиваю, до границы земельного участка. Это существенно удешевляет вообще вопрос подведения газа. Райфрич, но ведь у нас, мы же в прошлом и позапрошлом году, даже за 2 года уже прошло, как мы запустили наши льготные сертификаты на газ. Это да, это, собственно, и делалось для этого, но это немножко шире программа. Льготный сертификат, он дает, как раз покрывает расходы полностью. Там 2 категории граждан, две категории. Она покрывает, по сути, для первой категории покрывает почти 100%, соответственно, подведение газа, установка газового оборудования, установка дымоходов и так далее. Это вот одна история. Мы выдали подобных сертификатов уже для 5800 человек. Это большая история. Почему? Потому что у нас получилось так, что к населенным пунктам газ подведен, но по нашим оценочным показателям, что порядка потенциально 52 тысячи домовладелей могли бы подсоединиться, но не присоединяются. Почему? Потому что само подведение газа опять до границы участка, потом подведение газа уже к дому, установка газового оборудования – это дорого. У нас, кстати, одни из самых низких, опять же, тарифов по стране на присоединение, на подведение и так далее, и вообще виды работ выполняемых. Поэтому президент поставил задачу тем, кто желает, подвести непосредственно к домовладению. Это, казалось бы, вот внешне смотрится, что такая задача может быть не такая сложная, но просто, чтобы вы понимали, объем денег, который для этого нужен, это порядка 22 миллиардов. Вот на несколько лет 22 миллиарда. Мы предполагаем, что вот сейчас у нас уровень газификации, вот по данным «Газпрома», 83,6%. То есть у нас достаточно высокий, если сравнить с другими субъектами Российской Федерации, но благодаря программе газификации, которая, подчеркиваю, там 4 года, у нас получится сразу на 10% вырастет уровень газификации, то есть будет 93 с копейками процента. Поэтому вот это важнейшая программа, и мы сегодня здесь на форуме, как раз у меня будет встреча позже с руководителем «Газпром» Межрегионгаза Густавом Сергеем Вадимовичем. Мы хотим просто уже вот снова сказать, как идет эта работа. Дело в том, что мы по поручению уже создали штаб. Штаб возглавляет заместитель премьер-министра правительства. Мы определили, кто будет работу исполнять. Мы приняли целый ряд нормативных актов определяющих. Мы создали условия, чтобы люди создали и записывались. Кстати, меня немножко тревожит, что вот на данный момент, правда, немножко устаревших. Инертно достаточно. Да, инертно, да. Всего лишь 4800 заявлений мы получили. Пока не очень еще поняли до конца, не очень поверили, Райфрич. В любом случае там будет ситуация с чем связываться. Все-таки, понимаете, ведь это не программа завести в газ и газовое оборудование установить. Это до границы. Все-таки люди сейчас понимают, что нужно посчитать им деньги. То есть, да, удешевление определенное произошло,
Мы программу нашу сертификатов для тех, кто особо нуждается, это многодетные семьи, где есть инвалиды, инвалиды войны, инвалиды Великой Отечественной войны. Мы ее продолжаем. Мы ее продолжим, да. Посмотрим, если там бюджет позволит, может быть, даже чуть увеличим. Вот. Пока, но она даже, причем те суммы, которые заложили, они даже до конца не выбраны. Простите. Сейчас. Марама. Хороший стенд у вас, красивый. Так. Да, не. Кумертау там 12-го. Катавит? Да. Катавит? Минанда образовательный анда унга килем. Центр нахары. Унга. Унгамы, унберге түгелме? Унга. Унга. Да. Унга. Насон кіріп қарайбыз теге учебный центрна. Унпо. Анасон Кумертауға. Ну, бірге барамыз. Да. Бірге барамыз. Да. Руслан Декшат сенік бірге. Ne bu? Анда вақыт болар ма? Бола. Сөйлешуге керек. Керек. Енді сен бір хат жазып жіберді. Ярай. Көрішерміз. Рахмет сізге. Рафич, ну мы прервались с вами сейчас. Был у нас президент Татарстана, зашел в гости, вы так по-братски обнялись. Ну и вот если говорить про экономику. А вы, кстати, я, когда задавала вам первый вопрос, я думала, вы скажете все-таки про экономику больше, а вы про социальную сферу. Для вас люди важнее? Конечно, люди важнее, но люди важнее. Вот вообще проблема газификации имеет огромное значение. Вот вы знаете, я просто отвлекусь. Мы вчера на стройчасти рассмотрели еще один большой важный вопрос. Я о нем вот могу сейчас анонсировать, а потом более подробно. Мы сейчас начали большую программу по водоподведению, водоотведению, по сути, больших поселков, которые вокруг Уфы. Вот дело в том, что вода там довольно некачественная. Вот взять Нагаево, взять вот в сторону Шакши, поэтому вот мы сейчас ведем переговоры с Дом РФ и надеемся привлечь в рамках инфраструктурных облигаций порядка 21 миллиарда рублей, чтобы все-таки вот вокруг Уфы все крупные поселки, все участки, которые мы выделили для многодетных семей, а мы выделили по майским указам президента. По майским указам президента для льготных категорий, они получили земельные участки. Там есть электричество, там воды нету. И газа там нету. Водоотведения нет. С газом проще. Все-таки программа газификации, она идет, и она потихонечку. С водой всегда сложнее, потому что это нужны очень серьезные деньги. Поэтому вот мы эту историю. Поэтому я и говорю, что проводя газификацию до 2025 года, нашу программу, до газификацию, мы, надеюсь, решим самые базовые вещи, потому что все-таки мы исходим из того, что экономика республики развивается. Рост заработной платы идет постепенно. Да, мы, конечно, пострадали в результате коронавируса, но вот темп развития экономики, надеюсь, если что-то, каких катаклизмов не будет, позволят и там, где люди работают, где ищут возможности найти хорошую работу, зарабатывать. И тогда они все хотят строить свои личные дома. Может быть, небольшие, но свой дом, где могли бы, соответственно, создавать семью. И наша задача не просто земельный участок выделить, а этот земельный участок напитать инфраструктурой. Поэтому это вот первая задача. А по экономике, если говорить, то главный вопрос по экономике, который я сюда сегодня приехал, это подписание соглашения с «Газпромом» и «Ростехом» о нашей дальнейшей разработке двигателей для перекачки газа. То есть это, если очень просто объяснять, это боевые двигатели, которые устанавливаются на боевых самолетах семейства СУ. Они ставятся, соответственно, на землю и занимаются перекачкой газа. Вот. И ранее это исполняли, соответственно, вообще на территории нашей страны. Представляете, какая газораспределительная сеть и газовые магистрали. Ранее стояли еще Советского Союза эти двигатели, они требуют своей замены. И вот как раз мы нашли такую синергию, мы объединили интересы ОДК УМПО, нашего УМПО, потому что они тоже должны диверсифицировать свое производство не только для боевых нужд, но и для гражданской. И нужды «Газпрома» в таких двигателях. Вот нам удалось объединить, у нас уже первый двигатель, их ряд двигателей мы уже в серийное производство практически выпустили, и они у нас уже установлены в Башкортостане на наших газораспределительных станциях. Это АЛ-31СТ, 16-мегаваттный. Но сейчас мы пошли дальше, потому что заказчик «Газпром» просит более мощный двигатель. Это АЛ-41СТ, это 25-мегаваттный. Уже мы надеемся, что в конце следующего года
нашу УМПУ уже 2 двигателя поставят для «Газпрома». А в целом вообще потребность 12 двигателей. Поэтому это открывается огромный рынок для УМПО. И мы вот эту историю, вообще я считаю, что это одно из лучших достижений промышленности нашей республики вот за этот год, потому что мы сбили эту конструкцию. Она как-то шла своим чередом, но сейчас уже УМПО определила, соответственно, деньги, которые они инвестируют в разработку этого двигателя и постановку его на серийное производство. Это порядка 6 миллиардов рублей. Это же целое событие. Это событие, на самом деле. Оно как-то в череде многих событий. Оно, может быть, мы о нем много не кричим, но у нас сейчас много всего разного происходит. У нас много чего разного происходит. Поэтому вот, ну и, конечно, четвертый вопрос, который мы обсуждаем, который имеет тоже прямое отношение к людям, это вопросы, связанные с переходом на газомоторное топливо, на газ. Вот, мы целый ряд встреч здесь провели. Республика, она несколько лет уже до этого успешно шла в этом направлении. Мы эту инициативу подхватили. Мы сейчас занимаем 3-е место в России по количеству АГНКС, 10-е место в целом по инфраструктуре создания. Я этим местом не удовлетворен. Я думаю, что мы в ближайший год-два будем либо первыми, либо там в тройке. У нас все это для этого. Но это же выгоднее. Это намного выгоднее. Если вот переходить на сжиженный газ, то это выгода, как эксперты уже, которые опробировали эти автомобили с, соответственно, двигателями до 40%. Вот. Ну, вы знаете, что мы уже автобусы, которые закупаем большого объема для Башавтотранса. Для Башавтотранса мы покупаем уже на метане. Это тоже экономия для Башавтотранса. А это безопасно? Это, во-первых, это безусловно безопасно. Во-вторых, это экономично. И все забывают еще, что это крайне экологично. Потому что выхлопов от газа существенно меньше, чем которые идут от бензиновых, дизельных двигателей. Поэтому такая история. К этому вопросу вернемся все-таки про двигатели. Ведь там еще есть третья составляющая, это еще научная. Наш вуз, технический университет УГНТУ, он тоже задействован в этих переговорах. Вы будете подписывать дорожную карту, мы будем готовить специалистов для этой отрасли. И получается, что у нас вот это слияние двух наших вузов УГАТУ, БГУ, а сейчас уже и УГНТУ в плане получения грантов, в плане вот движения вперед, вот получается, что мы с вами чуть-чуть прозорливее были, что ли, наперед смотрели. Ну, не поэтому показали. Мы, конечно, вперед смотрели. Мы смотрели вперед, что мы должны принять участие в базовых федеральных программах. Сами по себе эти вузы не смогли бы пробиться. Вот мы пробились, у нас 3 вуза пробились по программе «Приоритет-2030». Мы еще эту это БГМУ, победу... УГАТУ и БГУ? Нет, это Уфимский нефтяной, это Башкирский медицинский и объединенный большой университет БГУ УГАТУ. Вот, поэтому, ну вот так. Ральф Ильич, ну, говорить можно много, время, я понимаю, следующей встречи. Спасибо огромное, удачи. Все, спасибо, работаем. Спасибо.